Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! 19 марта 2022 года в городе Туркменабаде в 4 часа ночи в квартале Джейхун района Спутник произошел пожар в жилом доме. Дом полностью сгорел, пострадала семья. Возгорание произошло в доме, который пострадал от урагана в Либабском вилаяте в 2021 году. Эти дома каркасные, которые были еще в 1968 году, построены на 10 лет, а потом всем этим людям должны были дать новое жилье. До сих пор эти люди ничего не получили. Сердар, ты же приезжал в Туркменабад. Ты что, не знаешь, в каких домах живут граждане Туркменистана? Ни ты, ни твой отец так никакой помощи пострадавшим людям не оказали. Пока вы празднуете установление монархии в стране, люди горят в своих домах. Вы грабите народ, не оказывая никакой помощи населению. В нашей стране вся власть направлена на притеснение и нарушение прав женщин. Болтаева Гуля была замужем за Ирешевым Павлом. У Павла было онкологическое заболевание. Гуля ухаживала за ним. Сотрудники ЗАГСа 2 недели отказывались оформлять официальный брак, высказывая, что Гуля специально хочет выйти за него замуж, чтобы получить его квартиру. И это несмотря на то, что врачи, соседи, родственники подтверждали факт того, что люди жили одной семьей. Директриса ЗАГСа намеренно 2 недели не принимала заявления от больного Павла и Гули с тем, чтобы самой решить и повлиять на право взрослых людей оформить им официальное отношение. Паша умер в 2021 году в сентябре, а Гулю сейчас выгоняют из квартиры, в которой они проживали совместно. Сотрудники Хекимлика не прописывают законную жену в квартиру мужа. Это что такое? Вы по какому праву лишаете женщину законных прав? Потому что это женщина, и она осталась без защитника, без мужчины? Вы придумываете обстоятельства, лишающие женщину прав. Это самая настоящая дискриминация. Поэтому как только Верховный суд оставит в силе решение судов первой и второй инстанций, мы подадим жалобу в международной инстанции с требованием восстановить нарушенное право Болтаевой Гули. Вы не думайте, мы это дело просто так не оставим. Сегодня в Туркменистане все права могут быть только у вашего клана. Сердар, ты думаешь, стал президентом и теперь будешь так же беспредельничать, как и твой отец? Ты знаешь, что в стране вновь вспышка коронавируса? Бахарденский трап горит, а ты разыгрываешь организатора государственных субботников? Прекращайте уже этот цирк, свои популистские акции. Мы знаем, что ты окончил сельскохозяйственный институт, и если тебя тянет к земле и роли председателя колхоза, вот и занимался бы выращиванием помидоров и других овощей, и прочей сельхозпродукции. Но проблемы государственного масштаба требуют соответствующей компетенции и хотя бы чуточку эмпатии к своему населению. Населению нужно помогать, ты это не понимаешь? Люди не могут себе купить хлеб, у больных нет нормального питания, а ты со своим семейством празднуете восхождение на трон? Мать твоего отца демонстративно возят на коляске, а простые граждане не знают, где найти средства, чтобы купить эту коляску. В Туркменистане даже нет пандусов, чтобы на этой коляске можно было въехать в какое-либо здание. В отличие от тебя и твоих родственников, у людей нет специальных работников, которые поднимут и больного, и его коляску. Что же вы не показали, как все ваши холопы тащили мать Харамдага на руках вместе с коляской? Вы в своем богатстве полностью потеряли всякое представление о реальной жизни населения страны. Но всему есть предел. Люди, пока вы не осознаете,
что за свои права надо бороться, и пока вы все вместе не объединитесь, эта семейка так и будет издеваться над народом. Народ имеет право. Халкын Хакывар. Adam yolu, adat yolu, aklına değil.